Это телеканал Якутия-24. Вы смотрите «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите сегодня. Вклад в никуда. Клиенты Татабанка намерены пойти до конца. Что происходит сейчас? Какие варианты остаются у пострадавших граждан и особенно предпринимателей? «Сдай кровь, спаси жизни». В Якутске снизились запасы донорской крови. С чем это связано и чем чревато? Натуральный деликатес или липкий обман? В Якутске открыли всероссийскую ярмарку меда. Правда ли там торгуют качественной продукцией или это обычные суррогаты? Угроза не приходит одна. Из-за лесных пожаров местами в воздухе повышена концентрация углекислого газа. Это плохо для бронхобольных и сердечников. Как уберечь себя и близких от смога? Командировка на Мундиаль. Двое сотрудников Алроса из Мирного награждены билетами на матч чемпионат мира по футболу, за что им выпала такая честь. Игры роботов. В рамках международных интеллектуальных игр прошел самый интересный и зрелищный этап соревнований. Репортаж с места событий. Вагоны, груженные углем, сошли с рельсов сегодня на станции Беркакит Якутской железной дороги. Всего в составе было 60 вагонов, опрокинулись 5 из них. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по республике. В данное время на месте работает аварийно-восстановительный поезд. На станции Беркакит всего 16 путей. Сход вагонов произошел на пути номер 5. Происшествие движению поездов не помешало. За прошедшие сутки на территории Якутии ликвидировали 10 лесных пожаров на общей площади почти 2000 гектаров. Сейчас МЧС ведет ликвидацию еще 19. Для этого задействовали более 500 человек, почти 30 единиц техники, в том числе 2 воздушных судна Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС. Всего авиация произвела более 170 сливов воды общим объемом свыше 1400 тонн. Все меры по противопожарной защите населенных пунктов также приняты. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики от лесных пожаров в настоящий момент нет. Мы продолжаем мониторить состояние атмосферного воздуха в населенных пунктах, потенциально подверженных задымлению. Превышение оксида углерода в воздухе в данных населенных пунктах в настоящее время не зафиксировано. Ситуация с лесными пожарами на территории республики сложная, но контролируемая. Из-за лесных пожаров в Якутии местами в воздухе повышена концентрация углекислого газа. Это опасно для людей с бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно это касается людей старше 70 лет и детей до 7 лет. Как уберечь себя и близких от смога? Сюжет Александра Зубехина. Смог на неделе окутал Якутск. В районах, где бушуют лесные пожары, ситуация не лучше. Для людей с болезнями сердца и легких – пытка. Из-за дыма начинается обострение. В таких случаях нужно увеличить дозу принимаемых лекарств. Всемирная организация ВОЗ отмечает, что любое обострение хронического заболевания увеличивает риск смертности на 5 лет. То есть, понимаете, да, обострение бронхиальной астмы снижает продолжительность жизни на 5 лет. Обострение гипертонической болезни снижает уровень смертности на 5 лет. Это как бы всемирно доказанная мировая статистика, поэтому вообще наша медицина направлена, чтобы не было обострений заболеваний. Если на улице высокий уровень задымленности, врачи советуют лишний раз не выходить из помещения, не открывать окна, либо завешивать их мокрыми простынями. В доме нужно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность. В квартире необходимо проводить влажную уборку. Еще можно использовать марлевые маски. Ложите вату, после этого вы закрываете ее марлей, после этого вы берете обычную иголку и прошиваете. Из остатков марли вы делаете повязки. Конечный продукт у вас выглядит следующим образом. Эту марлю вы смачиваете в холодной проточной воде и одеваете ее на лицо. Он просто снижает концентрацию углекислого газа, а за счет его охлаждения он снижает его молекулярность, и поэтому углекислый газ поступает уже не в том виде, который он обитает в воздухе, а уже в другой совсем концентрации, не такой вредной, не такой токсичной для человеческого организма. Снижает концентрацию порядка на 75%.
Это что, влажная? Это увлажненная марлевая повязка. Пятислойная. Пятислойная. Тебе плохо? У меня очень кружится голова, какая-то непонятная усталость и вялость. Слабость, разбитость и самое главное учащенное сердцебиение – это симптомы отравления угарным газом. Если понижается артериальное давление или ухудшается самочувствие, речь становится невнятной, то время вызывать бригаду медиков. До того, как приедет скорая, это, во-первых, охлаждение, это холодные повязки на голову, это холодное обертывание, холодными простынями с уксусом, это достаточное количество воды, принимаемое вовнутрь. Это основные меры профилактики и меры лечения отравления угарным газом. Александр Зубехин, Павел Пахомов, Якутск. 5 районов республики получат субсидии на берегоукрепительные работы. Деньги из бюджета республики направят в Ленский, Алекминский, Татинский, Намский и Усть-Майский районы. Муниципалитеты представили свои заявки, все поступившие документы рассмотрели и оценили на соответствие критериям отбора. Вкладчики скандального банка «Татта» требуют найти и наказать виновных. Как известно, миллиарды рублей исчезли со счетов клиентов банка. Деньги зависли в системе или оказались замороженными. К тому же, как выяснилось, не все пострадавшие смогут получить страховые выплаты. Что происходит сейчас в данное время? Какие варианты остаются у граждан и предпринимателей, потерявших свои деньги? В теме разбиралась наш корреспондент Саргалана Захарова. За последние 3 года было закрыто 300 банков в Российской Федерации. Это несложно посчитать, да, по 2 банка в неделю закрывается. И все по одной и той же схеме. Примерно за 2-3 месяца до того, как произошел крах, меняется правление всех банков. То же самое произошло и в Якутске. Теория заговора, предумышленный развал, хищение. Клиенты опального банка строят догадки, что же на самом деле произошло с организацией, работавшей 30 лет. Детали следствия держат в тайне. Вкладчики недоумевают, почему нет вестей о задержанных. По Национальному банку тут прозвучало уже мнение, да, что они виновны. Скажите, пожалуйста, какие меры прокурорского реагирования были приняты в отношении сотрудников Национального банка, которые допустили вот эту ситуацию? Эта информация не обладает, напишите обращение к приему проверки. Крах Татты шокировал клиентов. До черного дня о банке только положительные отзывы. Быстрое обслуживание, вежливый персонал, выгодные условия для предпринимателей и юрлиц. Однако именно последние проиграли больше всех. Вклады владельцев общие с ограниченной ответственностью не были застрахованы. Я думаю, закон сухой. Надо какой-то закон внести, чтобы юрлицы тоже не пострадали, какую-то часть, хотя бы 4-5 миллионов тоже застраховать. Вроде в 21 веке живем, и такое случилось, и мы в шоке на самом деле. Александр Намын – директор небольшой организации. Из-за зависших в банке средств уже больше месяца не может выдать зарплаты сотрудникам. Да еще и сроки по налогам поджимают. Как не оказаться под санкциями ФНС? Сегодня это один из главных вопросов. Конкретный вопрос, что делать с деньгами, которых нет, а налоги платить нужно. Есть какая-то отсрочка или еще что-нибудь? Или сейчас пойдут штрафы? В любом случае, пожалуйста, пишите обращение письменно каждому персональному. Вновь работа стала на многострадальной стройке по улице Пекарского. 10 лет дольщики ждали ввод дома. Не дождавшись, своими силами завершили возведение. На строительные работы собрали дополнительные средства. Открыли счет в банке «Татта». Осталось только подвести электричество. Но отзыв лицензии внес коррективы в планы собственников. Граждане собирали свои денежные кровные деньги и практически снова же вложились в данный объект недвижимости. И сейчас опять же эта проблема у нас зависла. Получается, мы дом вести не можем. То есть люди заселиться на данные жилые помещения на сегодняшний день не могут. Тем временем застрахованные вкладчики, физлицы и индивидуальные предприниматели уже могут готовиться к выдаче компенсации. Банками и агентами определены Восточный экспресс-банк и Сбербанк. Для жителей Крыма и Севастополя – РНКБ-банк. Для подтверждения статуса и выплат страховых вкладчикам банка «Татта» необходима личная явка клиента, либо его доверенного лица. Также при себе иметь нужно паспорт, договор, подтверждающий наличие вклада в банке «Татта», и заявление. Формат заявления размещен на сайте агентства по страхованию вкладов. Какие офисы будут заниматься приемом заявлений, станет известно не позднее 19 июля. Перечень опубликуют на сайте агентства по страхованию вкладов. Однако страховка спасет не всех, и вкладчики намерены добиваться наказания для всех виновных. Саргалана Захарова, Павел Пахомов, Якутск.
В Якутске снизились запасы донорской крови. Это связывают прежде всего с сезоном отпусков у граждан. Таким образом, доноры практически прекратили посещать службу переливания крови в столице. Руководство станции призывает горожан понять сложность этой ситуации и по мере возможности подойти и сдать кровь, тем самым спасти чьи-то жизни, рассказывает Кристина Якупова. У Андрея Хлопкова редкая 4-я группа крови. Донор 2 года. Помогает нуждающимся бесплатно. Андрей награды не просит. Считает, что это его долг перед обществом. Если ты чувствуешь, что что-то ты можешь, ты обязан, у тебя есть какая-то ответственность, и ты хочешь помочь людям, то я думаю, это очень легко подойти сюда и просто сдать кровь. Это, так сказать, внести свою лепту в спасение жизни людей. Сейчас, когда в летнее время стало мало доноров, я стараюсь именно в летом ходить, потому что кровь нужна всегда. Курьезно различные ситуации с людьми могут случиться. Донорская кровь нужна онкобольным для трансплантации, кардиохирургических операций. Сегодня ситуация на станции переливания крови сложная. Снизились запасы 2-й группы. Число доноров у нас на станции снизилось. Почему? Потому что летние дни, жаркое время, студенты у нас уехали на каникулы, наши кадровые доноры тоже в отпусках. Не всегда мы можем в достаточной мере обеспечивать лечебные учреждения. Поэтому хочу призвать население города Якутска стать донорами, сдать кровь. Сдать кровь может любой взрослый здоровый человек. Считается, что для обеспечения национальной безопасности страны необходимо, чтобы на каждую 1000 человек приходилось 40-60 доноров. Десятки больных ждут помощи доноров. Для многих это вопрос сохранения не только здоровья, но и жизни. Кристина Якупова, Павел Пахомов, Якутск. Контакт с животными дарит людям не только позитивные эмоции, но и укрепляет здоровье и лечит болезни. На ипподроме ЕГСХ проводят не совсем обычные занятия по верховой езде. Это курсы иппотерапии. Занимаются более 10 детей со сложными диагнозами. По словам родителей, эффект от занятий заметен почти сразу. Связано это, в частности, с тем, что у лошади специфический такт движения, особый ход, схожий с человеком. И, сидя на лошади, у всадника работают почти все группы мышц. Благодаря этому смягчаются симптомы различных неврологических заболеваний. Общественное объединение инвалидов, проявив инициативу просто проведения этих курсов, после работы с детьми пришла к выводу, что это надо делать совместно. И мы очень рады, что руководители и коллектив ЕГСХ подвел под эту народную инициативу, будем говорить, именно научную основу. Мы очень надеемся, что в дальнейшем мы напишем совместный грант, и эта работа будет проводиться круглогодично, что важно для детей-инвалидов в целом. Сейчас короткая пауза, буквально 30 секунд. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. Натуральные деликатесы или липкий обман. В Якутске открыли всероссийскую ярмарку меда. Правда ли там торгуют качественной продукцией или это обычные суррогаты? Командировка на Мундиале. 2 сотрудников Алроса из Мирного награждены билетами на матч чемпионат мира по футболу, за что им выпала такая честь. И игры роботов. В рамках международных интеллектуальных игр прошел самый интересный и зрелищный этап соревнований. Репортаж с места событий. Это Якутия-24, прямой эфир, итоги дня. Мы продолжаем. Рудник Таборный в Нерюнгринском районе в июне зафиксировал рекордный объем производства золота. За месяц там добыли 395 килограммов дорогого металла. Такой показатель достигнут впервые за всю историю работы этого предприятия. Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 года назад. Тогда на руднике произвели 331 килограмм золота. Рудник Таборный разрабатывает компания Нерюнгри Металлик, которая входит в состав международной компании Норд Голд.
Уникальный шанс попасть на чемпионат мира по футболу выпал двум сотрудникам компании «Алроса» в Мирном. Таким образом, их наградили за отличные показатели в работе. Бесплатные билеты на матч в Петербурге получили работники Мирнинского и Айхальского горно-обогатительных комбинатов. С этими заслуженными счастливчиками встретилась наша коллега Марфа Яковлева. Старший мастер обогатительной фабрики номер 3 Григорий Николаев пребывает в чемоданном настроении. Всего пару дней назад он узнал необычную новость. Его командируют ни много ни мало на чемпионат мира по футболу. Побывать на Мундиале он мечтал еще с 2015 года, но не думал, что именно «Алроса» предоставит ему такой уникальный шанс. Изначально не поверил. Думали, шутка. Вот потом вот с отдела кадров позвонили, сказали, сейчас там подпись Иванова только осталась. И все, вот. Потом еще раз позвонили, сказали, все, утвердили. Но я как бы до сих пор еще не верю. Шанс попасть на чемпионат мира по футболу выпал двум сотрудникам «Алроса». Так алмазная компания наградила их за отличные показатели в работе. Григорий признается, он фанат футбола. Играет с детства, следит за спортивными новостями. Увлечение перенял и его сын. Сыну сейчас 8 лет, он футболом занимается, но пока не серьезно. То есть вроде и хочет, и не хочет. Время покажет. Еще одним счастливчиком оказался Анатолий Артемов, машинист подземного рудника «Айхал». Он тоже большой фанат футбола. Не ожидал такого даже, когда сказали, удивился, не поверил. Ну, какие эмоции? Самые положительные эмоции. Съезжу, отдохну, посмотрю футбол, поболею. На футбольное поле Анатолий впервые вышел в 8 лет. И сейчас для него это уже не просто спорт. Хожу на тренировки, ездим на соревнования, выступаю за Айхал. Ну, как для меня футбол – это часть жизни. Конечно, за Россию рад. То, что дошли до четвертьфинала, молодцы. Никто не ждал этого. Григорий и Анатолий побывают на матче в Санкт-Петербурге, который пройдет 14 июля. Чтобы выбрать счастливчиков для участия в программе «Командировка на Мундиаль», все цехи представили по одной кандидатуре. Выбирали достойных среди них долго. До завершения чемпионата остаются считанные дни. Уже в это воскресенье, 15 июля, станет известно, кто завоюет Кубок Мундиаля. А обо всех подробностях спортивной командировки работников «Алроса» и их впечатлениях от поездки мы расскажем вам в ближайших информационных выпусках. Марфа Яковлева, Оксана Мезенцева, Роман Ларин, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Всероссийская ярмарка меда открылась в Якутске. Пчеловоды из Приморья, Башкирии и Краснодарского края представили различные виды своей продукции, начиная от обычного классического, заканчивая лечебными видами. Правда ли там продают натуральный мед или это обычные суррогаты, которыми обманывают людей? Разбирался наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Каких только названий меда не встретишь на ярмарке. Эксперты медового рынка отмечают, что львиная доля этого является подделкой. Примерно 80% меда нельзя назвать натуральным. В большинстве случаев это медовые продукты. Настоящий ли мед по виду, запаху и вкусу определить невозможно. Однако у горожан есть собственные методики. Вы знаете, я уже с доником пью лет 10, если не больше. Только я вот смотрю, что у меня был беленький или желтенький, а сейчас вот коричневый. Я поэтому и спросила, он свежевыкачанный или прошлогодний. Выбираю и на вкус, и знаю эти сорта, поэтому у меня проблем нету с выбором. Спрос рождает предложение. Ярмарки моментально реагируют на запросы покупателей. На каждой банке огромный список лечебных свойств. Чем длиннее перечень, тем выше цена меда. Это уже проверенное. То есть то, что пишут, допустим, вот здесь это при ангине, там, при простуде иммунитет здорово делает. Допустим, что дониковый мед, он тоже идет как при давлении. Вот, но он действительно, он стабилизирует давление, он действительно чистит кровь. Вот только опытные пасечники к таким ярмаркам относятся скептически. Не продают, а обманывают, говорят пчеловоды. Такие вот ярмарки, которые кочуют по всей России, это гастролеры, это как воры, карманники. Приехали в одном городе, поработали, поехали в другой. В реальности большинство видов меда, которыми торгуют, могут быть с подсолнуха, рапса или гречихи. Пчелами, как говорится, и не пахнет. Нередко в маркетинговых целях предприниматели добавляют ароматизаторы, красители, эфирные масла. Определить на вкус невозможно. Если только вот в нем будет уже присутствовать явно нетипичный для меда привкус,
Это тоже его трудно определить. То есть простому человеку где-то определить это очень трудно. Поэтому покупать лучше, конечно, у знакомых пасечников, либо самим держать. Вот только тогда будет стопроцентная гарантия. Вывести фальшивый мед на чистую воду поможет обычный эксперимент. Берем стакан с водой, добавляем туда наш мед, смешиваем до однородной массы и добавляем каплю йода. Если смесь приобретает синий оттенок, то вам подсунули суррогат. Нам повезло, мед оказался настоящим. Отметим, что объемы медового продукта на рынке России колоссальные. Один завод выпускает в 3 раза больше товара, чем все пчеловоды Алтая. С каждым годом количество медового продукта на прилавках будет увеличиваться. А настоящий мед скоро станет, как черная икра, редким и дорогим удовольствием. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Якутск. В Ленске началась поставка субсидированного комбикорма. Местное управление сельского хозяйства заключает договоры со всеми желающими, рассказывает Светлана Балеева. По программе поддержки сельского хозяйства сегодня в Ленске ведется заключение договоров с сельчанами на поставку субсидированного комбикорма для домашнего скота. Многие сельские жители держат по 1-2 коровы, и молоко, которое дают буренки, является для всех единственным источником дохода. Чтобы прокормить скотину, стараются приобретать корма подешевле, в основном у местных предпринимателей, но качество их оставляет желать лучшего. В прошлом году с Якутска поставляли, тоже поддержка, как получилось из республиканского бюджета, транспортных расходов, но они не учитывали наши потребности и качество. И подавали, и итого получилось население недовольство, скажем, и получится некачественное. Скажем, не полностью скот не доедал, и отдача этого комбикорма получалась нулевой, скажем. Закупить комбикорм высшего качества можно только на Алтае, но для многих это дорогое удовольствие. Доставка его превосходит цену комбикорма в 2 раза. Комбикорм, конечно, недорогой получается, обходится недорого. Очень дорого обходится поставка, перевозка. Он в 2 раза дороже, чем мы платим за комбикорм. Очень, конечно, накладно. Поэтому главой района было принято решение субсидировать сельчанам доставку комбикорма. Закупать планируется алтайский комбикорм высшего качества. Доставка будет осуществляться контейнерами по воде в Ленск. Реализовываться корм будет по 800 рублей за мешок, когда розничная стоимость его сегодня 1200. Поддерживать будем население, чтобы увеличили поголовье, во-первых. Во-вторых, уменьшили себестоимость содержания поголовья, как содержание скота, скажем, свиней, курей. Там мы будем закупать по видам для коров, крыс, скажем, отдельные сорта зерновым составом. Будем для свиней отдельно заказывать и для курей. Уже заключены договора на поставку 250 тонн комбикорма. Заявка отправлена. Через 2 недели комбикорм сельчане могут уже приобрести. Как только его удастся реализовать, вновь начнется сбор заявок на поставку уже 2-й партии, так как потребность в комбикорме в год по району более чем 900 тонн. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В стране стартует всероссийский конкурс «Доброволец России-2018». Это 8-й по счету ежегодный конкурс, один из ключевых проектов Года добровольца в России. Мероприятие пройдет по 12 номинациям. Цель – выявить и поддержать людей, чья социальная деятельность имеет перспективное значение для дальнейшего развития добровольничества в стране. Принять участие может каждый желающий, представитель волонтерских организаций и групп в возрасте от 8 лет. Итоги подведут 5 декабря текущего года. Для жителей алмазной столицы начался большой праздник. На протяжении 3 дней в Мирном будут отмечать День города и алмазодобывающей промышленности. Сегодня, в первый день праздника, мирнинцы возложили цветы к памятным местам города. После общественность собралась на торжественном собрании. По традиции, в знаменательный день глава города вручил премии «Мастер года» представителям рабочих профессий. В этом году премии удостоились 6 человек. Также вручили главную награду – звание «Почетный гражданин города Мирный» директору Мирнинского регионального технического колледжа Владимиру Березовому.
за 63 года его существования почетными гражданами города и района стали многие известные люди, в том числе и Лев Леонидович Солдатов, Виктор Илларионович Тихонов, Раиса Ивановна Томилова и многие другие, которые своим трудом славили наш город, наш край, свою республику. И войти в число почетных жителей города – это, конечно, огромная радость, это огромная ответственность. В Алдане стартовал второй сезон летних учебно-тренировочных сборов детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва. Сборы ведут по направлениям лыжные гонки и биатлон. Сезон открыли под девизом «Путь к олимпийским медалям начинается здесь». В Нерингре организовали турнир по технике горного туризма среди детей и подростков. Как прошли эти состязания и насколько это сложная дисциплина? Сюжет Александры Цыбиковой. Юные нерингринцы в возрасте от 12 до 18 лет собрались в парке имени Черяева, чтобы принять участие в открытом турнире, посостязаться со сверстниками и проверить свои силы. У них две категории прохождения – сложная и легкая. Сейчас мы смотрим, как девочка идет у нас по малому кругу, легкая категория. Дальше будет у нас сложная категория. В принципе, это у нас делается для популяризации активного досуга для детей, чтобы им было чем заняться. Так как у нас очень мало мест, куда можно сходить подросткам, они здесь лазят сами, без страховки, могут повредиться. Организатор данного мероприятия – местное отделение ДОСААФ России по республике Саха-Якутия в городе Нерингре, которая взяла на себя всю ответственность за соблюдение правил техники безопасности. Детей не очень много, около 20 человек. Мы думаем, что в последующие турниры у нас будут больше детей привлекаться, больше детей будут интересоваться именно этим видом спорта. Это спорт. Это не только увлекательная форма досуга, но и отличный способ получить полезные спортивные нагрузки. Высокая социальная значимость данного мероприятия в пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде и его позитивное влияние на подрастающее поколение. Мое время было 9 минут 26 секунд. Я прошел полный круг. Было не очень тяжело, но вначале капельку запутался. Победителей и призеров соревнований определяли по наименьшему времени прохождения маршрута в каждом виде программы и в каждой возрастной группе. Юных активистов наградили грамотами, медалями и памятными вымпелами, а также были вручены специальные призы по 4 номинациям. Александра Цыбикова, Лилия Ягудина, Нерингри. В рамках международных интеллектуальных игр прошли игры роботов. По признанию многих, это наиболее интересный и зрелищный этап соревнований. Игры роботов проводят в течение 3 дней. Сегодня ребята проходили этап под названием «Грузовой порт». Всего участвуют 19 команд по 2 школьника. Репортаж Нергуяны Егоровой. На этапе «Грузовой порт» задание простое – доставить цветной кубик в нужное место. Дополнительно необходимо завести груз на корабль. Никитины приехали из Мирного. Быть родными братьями на соревнованиях, говорят ребята, значит иметь преимущество. Если у старшего уже есть удачный опыт участия в республиканских конкурсах, то для младшего это дебют. Этот робот не все исполнил. Он не смог доставить желтый кубик, так как не смог определить цвет. Вместо желтого он определил красный. Над программой работали чуть больше дня, там где-то день и несколько часов, где-то 5 часов, наверное, еще плюс. Задания ребята получают перед стартом. Сложность средняя. Многие из юных робототехников участвуют впервые. Насколько можно судить по 2 соревнованиям, которые прошли вчера и сегодня, уровень подготовки детей хороший, но очень много команд 1 года обучения, можно сказать, начинающие. С одной стороны, это плохо, что они показывают не очень высокие результаты, судя по нашей таблице. Но с другой стороны, это показывает вовлечение новых детей. Эксперт из Японии уверен, полученные знания обязательно пригодятся ребятам в будущем. Интеллектуальные игры проходят на высоком уровне. Лучше даже, чем я ожидал. 5 команд получили наивысшие 100 баллов, что говорит о хорошем уровне участников. В следующий раз мы привезем своих ребят.
Накануне прошли гонки, сегодня грузовой порт, а завтра 2 робота будут выталкивать друг друга за пределы ковра в соревновании сумо. По итогам 3 этапов и определится победитель. Нургаяна Егорова, Джилустан Некентьев, Якутск. Какое чувство вызвало у населения выступление сборной страны на чемпионате мира? ВЦИОМ провел опрос среди россиян. Результаты выглядят следующим образом. 47% испытали гордость, 36% радость, 35% уважение, еще 28% испытали надежду, а 21% восхищение. 8% респондентов испытали разочарование от выступления национальной сборной, а еще 7% грусть. Стыдно за игроков российской сборной было лишь 1% россиян. Якутский танцор Серго Сидоров выступит с мировыми звездами на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу. В начале недели танцевальную постановку клуба «Завод» показали на Первом канале. Сразу после этого к руководителям клуба поступило предложение от компании Sony Music пригласить солиста «Завода» Серго Сидорова на подтанцовку основной песни чемпионата «Live It Up», которую исполняют американский актер и хип-хоп-певец Уилл Смит, его соотечественник Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Сейчас Серго активно репетирует по 10 часов в день. Композицию покажут 15 июля за полчаса перед финальным матчем, который стартует в 18 часов вечера по Москве. Серго, можно сказать, профессионал уже танцор. И не просто танцор, он уже начинающий хореограф, потому что именно футбольную постановку он сам поставил. Вчера репетиция была в Лужниках на стадионе. Только танцоры и только массовка. А сегодня, он говорит, мы сегодня разговаривали, он говорит, сегодня самими звездами будет репетиция. Это потрясающе. Я до сих пор не могу поверить, если честно. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал Якутия-24. Будьте в курсе. До свидания.